В городе Ровеньки Луганской Народной Республики трепетно хранят историю организации сопротивления «Молодая гвардия», которая действовала в городе в период его оккупации в 1942-1943 годах. Именно в этом луганском городе были казнены молодогвардейцы, в их числе Олег Кошевой. Из Ровеньков передает Алексей Корчма. Город Ровеньки Луганской Народной Республики всего в нескольких десятках километров от фронта, где сегодня внуки и правнуки солдат Великой Отечественной противостоят неофашизму, зачастую на полях боев той Великой войны. Вот это позиции разрешите 40-х годов прошлого века. Мы даже копали свои позиции и понаходили некоторые вещи. Это окопы Великой Отечественной войны. Мы воюем в тех местах, где воевали деды наши. События 80-летней давности и современных сражений как будто переплетены невидимой нитью истории. Раненых на Луганском фронте сегодня восстанавливают в здании, где в годы Великой Отечественной войны находились герои сопротивления, актив молодой гвардии. Умираю за Родину, но как чертовски хочется жить. Живые, отомстите за нас. Мы с вами находимся в камере-одиночке, где провел свои последние дни и часы жизни Олег Кошевой. Вот сюда его поместили за 2 дня до расстрела. Отсюда его увели в гремучий лес и вместе с товарищами расстреляли. В 43-м, когда к Ровенькам приближалась Красная Армия, молодогвардейцев расстреляли в соседнем с городом гремучем лесу. И сегодня о тех событиях напоминают памятные обелиски. На месте расстрела, у здания, где в годы войны располагалась гестапо, и в подвалах которого провели свои последние дни молодогвардейцы. Вечный огонь горит над Курганом, где герои были захоронены. Героизму едет поклониться отовсюду в Ровеньки народ. Здесь войны застывшая страница говорит и плачет, и поет, и шумит лес Ровеньковский, нарушая праздность тишины. Здесь ушли в бессмертие краснодонцы, юные защитники страны. Донбасс помнит все уроки истории, и здесь точно не допустят, чтобы ее кто-то попытался переписать. Алексей Корчма, Александр Кузнецов, Артем Соколов, Ровеньки, Луганская Народная Республика. В Ровеньках знают, что одна из сыктывкарских школ носит имя героя-молодогвардейца Олега Кошевого. С нашей съемочной группой наш город-побратим передал обращение к ее ученикам. Вот молодогвардейцы, они были обыкновенные мальчишки и девчонки. Они как могли по-своему, там были отличники и двоечники, но они, вот когда враг напал на город, да, вот они встали на защиту своего родного города. И они как могли, так и боролись, они верили в победу. И вот и вера их была непоколебима. Речь идет о сыктывкарской школе номер 12. Еще в советские времена ее ученики нередко посещали Ровеньки, чтобы поклониться могиле героя, чье имя носит их учебное заведение. Хранят память о нем. До сих пор в этом убедился Павел Королев. Я жалею только о том, что не смогу больше бороться в рядах своего народа и всего человечества за справедливый и честный строй жизни. Я шлю мой последний привет всем, кто борется за него! Образ Олега Кошевого из фильма Сергея Герасимова запомнился миллионам жителей страны. Роман Александра Фадеева читал без преувеличения каждый советский школьник. Но за персонажами книг и фильмов стоят реальные герои той войны, среди которых и Олег Кошевой. В фондах музея хранится подлинная фотография Олега Кошевого, подписанная его мамой Еленой Николаевной. Фотография датирована 30 августа 1947 года. По-видимому, ребята в тот период, когда они обратились в Совет министров Коми СССР с просьбой дать школе имя Олега Кошевого, обратились и к Елене Николаевне. Довели до сведения ее свое намерение и, наверное, получили ее поддержку. И вот такой, скажем так, подарок в виде этой фотографии.
Вот уже 75 лет имя Олега Кошевого с гордостью носит Сыктывкарская школа номер 12. В местном музее знает все о короткой, но героической, трагической истории молодой гвардии. В советские времена учащиеся школы нередко гостили в Краснодоне, где действовали подпольщики и виделись с очевидцами тех далеких событий. И, конечно же, посещали город Дровеньки, где после ареста Олега Кошевого сначала жестоко пытали, а потом расстреляли. В школьном музее хранятся действительно бесценные для нас экспонаты. Это капсула с землей с могилы Олега Кошевого, непосредственно привезенная ребятами во время одной из поездок. И бережно хранятся вот эти листочки дуба, который растет, наверное, сейчас тоже растет, он, наверное, сейчас большое уже, огромное дерево. Был молодой дуб на могиле молодогвардейцев и Олега непосредственно. И вот эти листочки ребятами были сохранены, и они хранятся до сих пор. Вот эти, это тоже память о том, что ребята были на могиле, и память о том, что эта память будет храниться в нашей школе до тех пор, пока школа будет стоять. В таких поездках участники вели даже специальный дневник, руку которому приложил будущий министр культуры Коми АССР Владимир Коллегов. К сожалению, последняя такая поездка на родину героев была в 1985 году прошлого века. Однако в школе надеются на восстановление дружественных связей. С тех самых пор, к сожалению, мы туда вот уже не ездили. Значит, надеемся, что мы будем поддерживать связь со школой. Я знаю, что в городе Дровеньки есть школа имени Олега Кошевого. И очень бы хотелось, конечно, наладить связь, если в России есть еще школы, носящие имя этого героя. Хотелось бы очень наладить связь с ними, чтобы обмениваться какой-то информацией. Может быть, ну, конечно, экспонаты свои мы никому не отдадим, но обмениваться информацией в качестве фотокопий, там еще каких-либо форм документов было бы очень интересно. К слову, совсем недавно с предложением о сотрудничестве в Сыктывкарскую школу уже обратилось одно из учебных заведений Луганской Народной Республики, которое с мая этого года тоже носит имя Олега Кошевого. А значит, можно с уверенностью сказать, что связь поколений точно не прервется, а давняя дружба продолжится. Павел Королев, Алексей Паршуков, телеканал Юрган.